Галина Ильинична, вы получили от Розы Ивановны в 1974 году, жены Ивана Петровича, письмо, да? Да. Так, что она пишет и спрашивает? Пишет письмо 12 мая 1974 года. Здравствуй, Галя. Я тебя хорошо помню по Нижней Омбре, детский сад, куда тебя и братика приводила твоя мама. Ребятки, вы были хорошие, но противные в еде. Мне всегда стоило больших трудов уговорить вас проглотить ложку рыбьего жира. А если на еду подавали молоко, так вы, чертята, все сидели с ложечкой и вылавливали несуществующую пенку. Если я давала грозную команду выпить без разговора молоко, то вы, давясь со слезами на глазах, как отраву, глотали это молоко. Интересно, как ты уже большая теперь ешь? Не ответила из-за того, что у меня очень большая корреспонденция со всей нашей обширной страной и за ее пределами. Это все бывшие зэки, с которыми я за 21 год пребывания на севере крепко подружилась. А теперь после реабилитации все они живут в разных городах и странах. А сейчас второй месяц живу грустными воспоминаниями. 4 марта умер друг, товарищ и человек Радченко Борис Ионович. С семьей Радченко я и муж были очень дружны. Катюша прислала мне 12 фото, всю похоронную процессию в комнате, во дворе, на улице, кладбище. Я рассматривала эти фото в мыслях и унеслась на август 1959 года. Я эти фото... То есть он умер в 1959 году, да? Да, в августе 1959 года. И похоронен в Нижней Омбре, да? Угу. Так. Значит, приходят мои друзья Нижней Омбры, которые живут здесь, в кооперативных квартирах, и как бы невольно начинаем вспоминать всех и вся, в том числе и тех, кого нет среди живых. Вот скоро уже 15 лет, что нет моего мужа. О нем можно забыть на время, но вытеснить его образ навсегда из души невозможно. Это чувство подобно незаживающей ране. Хочешь, не хочешь, а она напоминает о себе. И пока к ней не прикасаешься, ее можно терпеть. Но стоит только чуть-чуть тронуть ее, поднимается такая боль, что хоть кричи на весь белый свет. Теперь насчет твоей мечты написать книгу. На мой взгляд, если ты ее напишешь, как Вера Китлинская «Мужество» написала, то есть с одними плюсами, то ее смогут напечатать. Когда мы с мужем ее читали, то Иван Петрович был полон возмущения тем, что показаны одни плюсы без минусов. А если книга твоя будет написана в стиле Солженицына, то у нас она, конечно, белый свет не увидит. Радченко как-то прислал мне вырезку из газеты, не помню точно ее имя, не то «Красная звезда» или что-то в этом роде. Имя корреспондента не помню. Вырезку эту взял кто-то из моих ребят на хранение об отце. Писал эту статью корреспондент в Сыктывкарской газете. Он, побывав в Комсомольске на Печоре, восхвалял этот поселок и людей, живущих там. В том числе и теплые слова о моем муже. Он прочел на одной из улиц название ее «Криволап Иван Петрович» и спросил у одного человека, фамилию которого тоже забыла, чем и кем был знаменит этот человек. После чего целая тирада восхваления. Пишу все это из-за того, чтобы узнать от тебя, поскольку ты была на этом поселке, действительно ли есть там улица имени моего мужа, или это выдумка корреспондента для красного словца. Вложила тебе в письмо 2 фото, что ты просила. Теперь меня интересует, как здоровье твоей мамы, ведь, живя на Нижней Омбре, она часто очень болела. Не помню, кто, так как это было уже давно, мне кто-то писал о том, что вы живете в Куйбышеве. Возможно, что это был Леский, с которым у нас идет регулярная переписка. От меня он всегда узнает все новости о Нижней Омбре, а я их узнаю от друзей, которые живут в моем городе. Ему одно время писала Зюлькова, а теперь почему-то прекратила. В Волгограде бывает Стопарев Лев Михайлович,
которого твой папа, наверное, знает. У него кооперативная квартира в Астрахани. Он работает по своей специальности снабженцем. И вот по делам бывает у нас. Мне это, конечно, все приятно. Старые друзья встречаются, хоть я его и мало знала по Нижней Умбре. В нашем городе круглый год паломничество туристов со всего земного шара. Я живу вблизи памятника Ленина. Редко, чтобы там не стояли автобусы с туристами. Может, и ты, Галя, как работник библиотеки, когда-нибудь приедешь, и мы с тобой вновь познакомимся. Ты молодая девушка, а я молодая старушенция. Желаю тебе успеха написать книгу. Родителям большой привет с пожеланиями здоровья. Это главное в нашей жизни. Будь здорова, Роза Ивановна. А ваш папа в Комсомольске был директором? Да, начальником лесозавода. Начальником лесозавода. Были такие, И с начальник. какого года вы жили там покой? Папа с 54-55 примерно, потому что он начинал с палаток, с болота. Вот. А я где-то с начала 56-го года, потому что там уже построили 3 первых барака. Тогда бараки именно были. Спасибо.